Вы смотрите новости на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. В студии работает Василий Раченко, и вот о чем пойдет речь в этом выпуске. Крупное ДТП накануне произошло в столице республики, есть пострадавшие и жертва. Как в наше время правильно реализовать экологически чистый продукт? Совхоз авиакомпании «Алроса» и предприниматели Ленского планируют вместе решить этот вопрос. Не пропадать же добру. В Нерюнгре придумали, как можно утилизировать птичий помет, на что сгодится специфическая субстанция. Обо всем этом и не только смотрите в этом выпуске. Накануне в столице по улице Кирова произошло крупное ДТП. Как нам стало известно, один из находившихся в автомобиле Suzuki Swift скончался в больнице. Второй пострадавший находится в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Напомним, что столкнулись автомобили Toyota Camry и Suzuki Swift. В больницу направлены были трое, в том числе пассажирка Camry. Двое мужчин доставлены в крайне тяжелом состоянии с открытой черепными мозговыми травмами, ушибом органов грудной клетки, брюшной полости. Один мужчина с разрывом диафрагмы. Один из мужчин доставлен в коматозном состоянии. Сразу был взят на оперативное вмешательство, но несмотря на проведенные медицинские вмешательства, в связи с тем, что травма несовместимая с жизнью, скончался утром в 6 часов. Второй мужчина после оказания медицинской помощи сейчас находится в реанимационном отделении в крайне тяжелом состоянии. Девушка после оказания медицинской помощи и обследования отпущена домой на амбулаторное наблюдение и дообследование. На территории 6 районов республики огнем охвачено 1200 гектаров леса на сегодняшний день. Из них 2 пожара в Ленском и по одному в Мирнинском, Сунтарском, Нюрбинском и Татинском районах. Локализовано 3 пожара, один из которых проходит в Усть-Майском районе, около 700 гектаров лесной и нелесной площади. Буквально накануне горело в местности Кельбик, недалеко от Наслега и Жанцы. О том, как это было и как противопожарные службы справляются с такой нелегкой задачей, репортаж Юрия Таюрского. Едва успели локализовать и ликвидировать к 1 июня масштабный лесной пожар 1А в районе Кельбика у населенного пункта Ижанцы Усть-Майского района, как там же, недалеко в урочище Кельбик, 4 июня обнаружен новый лесной пожар под номером 6А. На площади 27 гектаров, низовой, сильный, переходящий в верховой. Сильный ветер мгновенно помог огню овладеть большой лесной и нелесной территорией. Все за счет того, что был усиленный ветер. Порывы от 9 до 17 метров задувало, да. Брался он верховым по сопкам, верховым пожаром. Прошло там более 120 гектар верховым сгорело. В тот же день, 4 июня, был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в лесах в связи с возникшими лесными пожарами на территории Усть-Майского Луса района. Пожар, да, очень серьезный. Хорошо, что сработали авиабазы. Неплохо. Наш ПХС, администрация района, администрация поселений отработали, мобилизовали людей. И общими усилиями мы его придавили, приглушили. Сейчас локализован. На данное время проводятся работы по зачистке кромки от валежин. Ведется окарауливание. Сил и средств для сдерживания и локализации этого огромного пожара достаточно. Юрий Таюрский, Усть-Майский район. И к другим темам. Законопроект об изучении родных языков рассмотрят в первом чтении на пленарном заседании уже 19 июня. Об этом в пятницу рассказал руководитель профильного комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов на заседании рабочей группы по проекту закона. Также рассмотрят вопрос создания фонда поддержки родных языков. По задумке, выбор языка будет носить добровольный характер, и принимать такое решение будут родители или официальные представители ребенка. В ближайшие годы отечественное жилищное строительство ждут серьезные перемены. Курс взят на постепенный отказ от долевого строительства в его нынешнем виде и переход к банковскому финансированию. До вступления в силу поправок в законопроект об участии в долевом строительстве остается меньше месяца. Его обсуждению посвятили недавние парламентские слушания в Государственной Думе России. С подробностями наш специальный корреспондент в Москве Наталья Сазонова.
Актуальность проблемы защиты прав граждан, участников долевого строительства, обусловлена тем, что в настоящее время более 80% из общего объема ввода жилья в России занимает строительство с привлечением средств граждан. Те материалы, которые были представлены в прямой линии, обращения, которые записали дольщики президенту Российской Федерации, видеообращения, мы видим, насколько большая география сегодня в нашей стране. И мы видим, что проблема эта сегодня не решена. Появление в России в последние годы десятков тысяч обманутых дольщиков повысило градус напряжения в обществе. В целях разрешения нарастающей проблемы обманутых дольщиков и была принята эта законодательная инициатива. Застройщики это была единственная сфера, которая работает со средствами граждан. Но в отличие от банков, от страховых компаний, от пенсионных фондов, от других финансовых институтов, для застройщиков практически не было никаких механизмов контроля над их деятельностью. Закон предусматривает создание фонда защиты дольщиков. Введенные требования не позволят застройщикам придумывать схемы по обману граждан. Основные требования к застройщикам – это один застройщик, одно разрешение на строительство и выполнение условий банковского сопровождения. Фактически, между покупателем, банком и застройщиком будет заключаться некий договор, по условиям которого внесенные средства покупателя будут оставаться у банка до завершения строительства. К необходимости таких изменений привела невозможность оценить покупателями финансового состояния застройщика, риски строящегося объекта. Как переход на банковское финансирование отразится на дальнейшей стоимости жилья, эта тема вызывает много вопросов, как и тезис о том, что не произошло ли усиление защиты прав граждан, участников долевого строительства, за счет ущемления интересов застройщиков. Кроме того, на определенные риски указывало и профессиональное сообщество. Не произойдет ли монополизация рынка, когда слабые игроки будут вынуждены покинуть рынок? Насколько велика вероятность снижения качества строительных услуг в условиях конкуренции? Следующий этап будет, насколько я понимаю, и я буду настаивать это все передать министерству. Министерство строительства. Пусть они строят, эксплуатируют и продают. Гражданин должен покупать готовое. Новый закон вступает в силу уже 1 июля. Татьяна Черемкина, Олег Южилкин, Михаил Кулаков, Москва. В Ленске в районной администрации прошло совещание представителей совхоза новой авиакомпании «Алроса» с предпринимателями Ленского района. Поводом для встречи стал вопрос о реализации экологически чистой продукции, выпускаемой сельхозпроизводителем. На рынке города уже действует фирменный магазин совхоза, где для покупателей представлен целый ряд продуктов, а именно яйца, молоко, масло, сметана и многое другое. Мы приехали с таким вопросом, хотим предложить предпринимателям малого бизнеса и всем, кто может реализовать нашу сельскохозяйственную продукцию в Ленском районе. У нас молоко, вся молочная продукция, яйцо, натуральный экологически чистый продукт. Поэтому мы предлагаем ленчанам, чтобы покупали нашу продукцию. И если есть организации, которые придут к нам навстречу для заключения договоров, мы очень рады будем для этого. А в Нерюнгри тем временем может появиться завод по переработке птичьих отходов. Как заявил резидент технопарка Якутии Василий Рева, завод по утилизации птичьего помета будет снабжать Нерюнгринскую птицефабрику тепловой энергией, что, естественно, снизит себестоимость продукции фабрики. Кроме того, завод сможет давать тепло и в теплицу, где вполне возможно выращивать сельхозпродукцию – огурцы, помидоры и другие овощи. Более того, из помета создадут гранулы со свойствами удобрения, которые могут пригодиться в тепличном комбинате и на дачных участках. Стоимость проекта составляет ни много ни мало 380 миллионов рублей. Он позволит создать в Нерюнгри около 90 рабочих мест, что повлечет за собой не только снижение уровня безработицы, но и наполняемость местного бюджета за счет НДФЛ. На днях сложная операция по принятию родов прошла в якутском небе. Ребенок родился прямо на борту Ми-8. 6 июня в вертолете авиакомпании «Полярные авиалинии» на свет появилась здоровая девочка весом 3,5 килограмма и ростом 50 сантиметров. Роды прошли при выполнении санитарного рейса по маршруту Маган, Чагда, Маган, Роженица и малыш чувствуют себя хорошо и сейчас находятся под наблюдением врачей в перинатальном центре номер 2 в послеродовом отделении. В семье девочка стала уже 5-м ребенком. И также отметим, что это уже 4-й ребенок родом из поселка Чагда, который за все время родился на борту воздушного судна. На борту нового вертолета Ми-8 есть все необходимое оснащение, оборудование для принятия родов и вообще для оказания экстренной медицинской помощи.
Значит, на сегодняшний день состояние женщины и ребенка удовлетворительное. Находятся они у нас в послеродовом отделении, в палате мать и дитя. Выписка будет на 4-е или 5-е сутки в зависимости от состояния матери и ребенка. А у наших соседей в Хабаровском крае проходит выставка «Авторские куклы». Всего около 70 эксклюзивных работ представили мастера из разных районов, как самого края, так и Санкт-Петербурга и Сахалинской области. Среди представленных работ куклы, сделанные по традиционным мотивам народов России, и современные работы. Авторы говорят, что в каждую куклу они вкладывают частичку своей души. С подробностями Стас Михайлов. Мастер декоративно-прикладного искусства коренных народов Анна Попова по национальности ороч. При создании своих кукол использует мотивы нанайских сказок. Например, девочка Аяга была очень самовлюбленной и ленивой и не помогала по хозяйству родителям. Однажды мать испекла лепешки и раздала их другим своим дочерям, не дав Аяге. Девочка рассердилась и начала кричать на мать, за что была наказана духами. Ей стало очень обидно, и она закричала: «Ага-га-га!» И духи наказали ее и превратили ее в гуся. В своих работах Анна Попова сочетает традиционные и современные материалы. Одежда кукол сделана из бересты, рыбьей кожи, чешуи, а сама кукла слеплена из полимерной глины. Нанайские куклы делали без лиц, чтобы через глаза в них не проникла душа человека. А современный потребитель, он привык видеть куклу с лицом. Вот. И отсюда появилась эта вот идея и желание сделать именно, осовременить именно традиционную куклу. За соседним столом другой мастер Анна Русанова учит детей делать традиционную куклу народов Ханты и Манси, которая называется паки, что в переводе означает «бабушка». Это была не просто кукла для игры, а оберег. Ее кормили, с ней советовались, ей что-то и рассказывали. И даже такие куклы обладали своим почетным местом за столом или в доме. Такая маленькая куколка, да, которая помещалась в карман, и в то же время это как душа своей бабушки. Всего в выставке участвуют более 20 мастеров. Они представляют и традиционные, и современные куклы различных техник исполнения. Параллельно среди них проходит конкурс. Лучшие работы будут отмечены жюри. Стас Михайлов, Хабаровск. А к этому часу наш выпуск новостей подошел к концу. Мы продолжим следить за развитием событий. Я также напомню, что еще больше актуальной информации вы найдете на наших официальных сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Спасибо за внимание и до встречи на Якутия-24.